Ингушетия – удивительный край гор и завораживающих природных красот. Но есть здесь и еще кое-что, делающее это место поистине уникальным. Это грандиозные ингушские башни, дошедшие до нас из глубины веков. Я бы, если бы во сне там проснулся бы и не знал, что бы не поверил, подумал, что это не наяву. И решили, что это хороший знак. Закопали эту чашу в землю, вот на этом месте возвели башню. Как кровью связываются камни башен, так и род связан кровью. Вот здесь жили те, кто защищал мою землю, нас. Башни родовые в горах – это наша ингушская национальная «я». Наше путешествие в Ингушетию начинается из далеких казахских степей. Сегодня в Казахстане проживает несколько десятков тысяч ингушей. Среди них семья Руслана Хамчиева. Спортивный костюм возьму я, да, наверное? Да, бери костюм. Пойдешь в горы, может, дожди будут. У Руслана, студента медицинского университета, две мечты – стать врачом и побывать на родине предков, в Ингушетии, увидеть свои родовые башни. Мы из рода Хамчиевых. Наш отец Мауладар Ахметович Хамчиев родился в селе Базоркино, Чечено-Ингушской ССР в 1920 году. В 1934 году он закончил семилетку с отличием. В 1939 году закончил педагогический факультет и работал в родном селе учетчиком-землемером. Затем наступили мрачные для нас, я считаю, времена. В 1944 году ингушский народ, наряду с другими некоторыми национальностями Кавказа, были депортированы. Прежняя жизнь осталась запечатлена лишь на старых семейных фото. Это Нанина мама. Наша прабабушка. Наша прабабушка. Да. Потом была реабилитация, многие уехали, но мы так по некоторым причинам остались. И считаем, что второй родиной для нас стала казахская земля, Казахстан. Конечно, связь поддерживаем и с братьями, и сестры двоюродные, есть дядьки и тетки еще остались. Вот, Руслан, кстати, Мухарбек. Когда будешь у них, обязательно передаем большое салам маршал. У нас в Хамчиево, как у всех, конечно, есть свои родовые башни. Но я, допустим, моя семья, к сожалению, пока там не побывали, не получалось как-то. Это что-то святое для моего народа. Это наш знак, это наша история. Всегда со слезами на глазах родители вспоминали эти башни, что они там жили, потом какое-то время спустились с них, но они до сих пор чтят память, преклоняются, ездят туда. Очень много лет, потому что думал об этом, на самом деле. С такой мыслью я ходил. Когда-то же мне нужно будет побывать на родине, 20 лет как-никак. Надо ехать обязательно. Вот мама говорит, это так волнительно. Я говорю, ну, зато ты увидишь башни наши родовые. Это безумно красиво. Это нигде не повторялось никогда. Я никогда не видела подобного. Обязательно. Все пофоткай обязательно, особенно наших родственников. Мы в Назрани, в археологическом центре, названном в честь Евгения Крупнова, кавказоведа, который одним из первых в советское время поднял тему ингушских башен. Ингушские башни для своего времени были подлинным чудом человеческого гения, как в наше столетие новые шаги человека в небо. Есть в Назрани еще одно место, напрямую связанное с башнями. Это мемориал жертвам политических репрессий. 9 ингушских башен, опутанных колючей проволокой. Этот проект был сделан народным художником Российской Федерации Мурадом Полонкоевым.
Вот ты знаешь, да, что в 90-х годах распался Советский Союз, и вот тогда впервые народы получили возможность говорить о том, что они были депортированы, репрессированы, о том, что с ними настолько несправедливо обошлись, что эти народы стояли на грани вымирания. И вот на волне вот этих демократических преобразований, патриотического подъема и возникла идея поставить памятник всем невинным жертвам депортации. Для создателя монумента Мурата Паланкоева ингушские башни давно стали смыслом жизни. С тех пор, как полвека назад он впервые приехал в Ингушетию. В 1965 году был первый раз на Кавказе. У нас после 4-го курса художественного училища Алматинского, как показатель студентов, послали на практику. Слышал я про башни, там что-то, как отец рассказывал, ну, такое детское впечатление было. Я каждый раз, 9 лет, по 1,5, по 2 месяца я там находился, жил. Тогда людей там не было, как сейчас. Дорог не было, только тропы. Мы в селе Средние Ачалуки, где живет Мурат Паланкоев. Сюда мы приехали, чтобы полюбоваться на возведенную им своими руками и с соблюдением всех старинных канонов боевую ингушскую башню. Вообще, я бы мог жилую башню построить рядом, переход, как было раньше. Но мне не это было, мне интересно было как башню построить. И когда я дом строил, я специально для перехода оставил. И напротив башни сразу вкладыши сделал, металлические большие угольники, куда будет трап лежать. Мурат Паланкоев мастер на все руки. И картины пишет, и с железом работает, и даже луки делает. А вот зачем ему еще понадобилось строить башню? Причем этот титанический труд Паланкоев осилил в одиночку. Я покупал в карьерах камень. Я за лето обрабатывал 24-28 КАМАЗов. Ну, его на полэтажа не хватало. Вот на основании у меня ушло 32 тонны цемента только, марка 500. Но своей волшебной кистью художник возвел уже не 1 десяток башен. Хода нет боевой башни на 1-м этаже. Есть только на 2-м этаже переход. Вот пристроена жилая башня, тут в данное время 3 этажа. Камень нужно было собирать годами. Все эти конструкции возведены из известковых пород. Благо здесь мы видим известковые хребты. Конечно, выбиралось место, стратегическое место. Высокогорный Эгикал когда-то был столицей средневековой Ингушетии. Башенный город Эгикал состоит из разнообразных архитектурных построек. Здесь их порядка 100, которые включают в себя жилые, полубоевые, боевые башни. Затем здесь, конечно, обнаружены и разнообразные склеповые сооружения различных форм, конструкций. Но главным звеном в этой архитектурной цепи, конечно же, вот эти красавцы, боевые башни. По-ингушски они называются воу. Их на территории Эгикала было, по преданиям, не менее 6. Но до наших дней сохранилась вот только одна вот эта красавица высотой до 25 метров, по преданиям построенной в 17 веке. Она принадлежит фамилии Богатырев. Возведение таких конструкций было делом дорогостоящим, но в целом эта стоимость равнялась от 50 до 80 коров. Ну, если сегодня провести перевод на рублевой эквивалент, это будет порядка 3-4 миллионов рублей. Ну, для средневекового времени это было достаточно ощутимой суммой. По легенде, место, на котором собирались строить башню, сначала поливали молоком. Есть народное сказание «Илли» про легендарного строителя башен Янда. Там весь процесс описан в подробностях. Трижды земли поили молоком, трижды срывали грунт. И лишь когда земля отказалась пить, положили первые камни. 8 огромных глыб, образующие углы башни. И был каждый камень ценой равен быку, а весом 8 быкам. Их привезли с вершины с горы, взявшей из-под голубого льда. Каждый камень везли 12 быков, ломая копыта от напряжения. Каждый камень тесали 12 дней, 4 каменотеса,
и стальные тесла крошились у них, будто сделанные из липы. При возведении этого сооружения применялись различные механизмы. Это своеобразный кран подъемный, который ингушей именовался царцув. В общем, также вороток. Строительные леса ставились не снаружи, когда обычно в некоторых случаях сейчас это делают, а изнутри. То есть процесс строительства происходил изнутри. 20 тесел каждый каменотес сломало ребра камней, и камни стали ровны, как стекло, и приняли нужный вид. Тогда 4, как горы седых старика, осмотрели и ощупали их, и каждый сказал: «Теперь хороши, ни порока, ни трещины нет». И каждый сказал: «Башня будет крепка, как наши горы крепки, и будет стоять во веки веков, как мир во веки веков стоит». Что, как впечатление? Пока нравится все, хорошо, красиво. С другом Зелимханом Руслан прежде общался только по интернету, а теперь вот гуляет по Назрани. Горы везде так красиво. Да, красота. Вечером Руслан планирует отправиться в родовое село Хамчеевых, встретиться с родней. Но какой же ингуш едет в гости с пустыми руками? Главной задачей хозяина, заказчика рода было кормить хорошо всю строительную бригаду и мастера в частности. Потому что если вдруг мастер падал с большой высоты и при этом был голоден, то в это обвиняли хозяина башни и его критиковали. В общем, с ним не хотели иметь никаких дел, поэтому ингуши, заказчики всегда старались кормить мастера хорошо. Это было обязательным атрибутом, обязательным компонентом в строительном процессе. Ну вот эти балки я салофаном покрыл, чтобы не запачкать, когда делал кладку. Вот здесь я кладку делал, пускал разный цвет камня и пускал ребра, 4 ребра. На втором этаже я пускал без ребер, так что кладку можно перекрыть и делать без ребер. Единственное, нужно ставить хороший замковый камень. Он был конусовидный, островерхий, в диаметре до 30 сантиметров и высотой 50-60 сантиметров. Представляете себе, вот такой вот большой каменный блок он нес с собой, и он должен был поставить его ровно по центру крыши. И это все, конечно, должно было происходить обязательно 365-й день. Так гласит ингушская героическая песня или о строительстве боевой башни. И ингушский мастер всегда это делал профессионально и с успехом. «Будете в Джейрахе, не пропустите башню Цуровых», напутствовал нас Мурат Полонкоев, когда мы покидали его гостеприимный дом. Стройность ингушских башен – это примизна обнаженного и поднятого вверх меча или готовой сорваться с тетивы стрелы. Они величественны и устремлены в небо, прямо в небо. Знакомьтесь, Рамазан Цуров, поэт, автор гимна Ингушетии, переводчик, лингвист-краевед и хранитель родовой башни. Башня Цуровых – это сердце Джейраха. Добравшись до Джейраха по извилистой горной дороге, еще на подъезде мы увидели это великолепие. А боевая башня в центре, и вокруг группировались жилые башни. Во время какой-то опасности боевую башню Вов все уходили, оборонялись, поднимали лестницы, запирали толстые дубовые вот эти двери, ворота, и там держали оборону при необходимости. А так весь род группировался вокруг этой башни. И из всех этих жилых башен у нас не осталось ничего. То, что сохранилось, эта башня, это тоже мы сами, зная, что здесь происходило, судьбу своего народа, своего рода, семей, тоже считаем большим чудом, то, что она у нас осталась. И мы можем вспоминать своих предков. Рамазан Цуров с удовольствием рассказывает легенду о создании башни. Чур, предок наш, пошел на охоту и случайно увидел в лесу человека, который доил олениху. Он крикнул, человек убежал, а чаша упала. Он принес эту чашу с молоком
И решили, что это хороший знак. Закопали эту чашу в землю, на этом месте возвели башню. Тем временем Руслан, накупив подарков, едет в село Чермен, чтобы увидеться с родными. Все уже вышли за ворота встречать дорогого гостя. Очень много эмоций у меня. Первый раз вижу все, первый раз. Все такое родное, все такое мое прям я чувствую. Первый раз. Самое главное, вас увидел всех. Волнительный момент. Встреча с родственниками, которых прежде Руслан видел только на фотографиях. Я родился в 55 году в городе Атбасар. В 55 году. Вот этот человек, мой племянник, не знаю в каком году, но он тоже родился в Атбасаре. Я помню у Тимохарбика, ты к нам приезжал, с Вати Исмаилом приезжал. Есть у он кассеты есть, где он тогда был маленький, шустрый пацанчик, сейчас вырос, стал мужчиной. А наша башня, она сохранилась? В каком состоянии она? Стоит. Высокая, да, наверное? Мы тебе ее покажем, расскажем. Ну, это просто райские места. Это ни с чем не сравнимо. Горы и башни. Это просто прекрасно. Я знаю, я уверен, что наша башня такая. Да. Как башни, построенные много веков назад, смогли дожить до наших дней? Один из секретов такого долголетия – особый способ кладки их стен. Камни буквально встраивались один в другой точно пазл, так, чтобы снаружи стена была максимально гладкой, ни зазоров, ни выступов. Да, нелегок был труд древнего строителя башен. Раствор, он состоял из глины, извести, ну и туда же добавлялся мелкотолченый сланцевый, в основном сланцевый песок. Известь кипела, пенясь, шипя, будто змея, и густела. Становилась вязкой, как темнота узких ночных ущелий. Янт взял два камня и, смазав их известью, ударил один о другой, и сразу два камня стали одним под его сильной рукой. «Известь готова», — сказал Янт, — «пора приняться за дело». И все ожило вокруг него, запенилось, зашипело. Приехать в Ингушетию и не подняться на величественную 100-метровую башню Согласия, такого бы наш герой ни за что себе не простил. Ведь башня, она же Магас Тауэр, возведенная в 21 веке по всем канонам предков, не только главная достопримечательность столицы республики. Это символ возрождающейся ингушской нации. У меня было волнение наперекор радости, наверное, потому что очень-очень хотел увидеть их. Все встретили меня так хорошо. Наверное, этот день я точно никогда не забуду. Думаю, теперь почаще буду сюда приезжать. Но уезжать совсем не хочется. Стоя здесь, я понимаю, как люди счастливы, потому что они живут здесь, потому что они могут наблюдать все эти красоты, все эти пейзажи. Уверен, в горах я полностью окунусь во всю атмосферу. Интенсивное строительство боевых башен началось в 13-14 веках, когда на ингушей обрушились набеги Золотой Орды. Тогда-то горцам и понадобилась надежная защита. Так получилось, что после нашествия монголов весь Северный Кавказ был буквально растоптан. Так получилось, что адыгские племена, они смогли войти в какое-то соглашение с монголами. Все предки карачаевцев, балкарцев, чеченцев, ингушей и осетин, они были вынуждены все отступить горы и выживать в этих горных ущельях. Пока в
конце 17 века снова не выселились на равнину. При строительстве боевых башен учитывалось буквально все. Вплоть до того, что даже для перекрытий по максимуму использовался камень, а не дерево, чтобы нельзя было поджечь башню и выкурить осажденных. Именно для этого и была сделана такая узкая дыра. Если бы здесь стояла даже старуха с палкой, она тоже могла бы держать здесь оборону. На верхушке башни располагалась не только последняя линия обороны, но и своего рода сигнальный маяк. Наверху, на башнях, всегда лежал просмоленный хворост. То есть ночью он зажигался, днем сигнал давался дымом. С крыши каждой башни видна крыша второй башни. Буквально сигнал там за несколько минут он мог дойти вот от терека до конца. Еще один интересный элемент боевой башни – вот такие симпатичные балкончики машикули. Однако на них не выходили полюбоваться красотами. Пустое пространство, там все было закрыто с той стороны, чтобы оттуда не могли попасть. А отсюда, с этого балкончика, вот отсюда бросали камни. Здесь была плита, сланцевая плита, она как-то защищала. Впереди была стена, то есть человек, который оборонялся вот здесь, он бросал камни туда вниз, а в него попасть было очень сложно. Это чисто оборонительное вот это сооружение. Во время локальных конфликтов на протяжении столетий пострадали многие башни. Но это еще полбеды, ведь происходило и целенаправленное уничтожение памятников ингушского народа. Когда выселяли народы, их выселяли не для того, чтобы вернуть потом. Они должны были, как народы, исчезнуть с лица земли. И, соответственно, должны были быть уничтожены и признаки жизни ингушей на этой территории. И когда уже был отдан приказ взорвать вот эти все боевые башни, здесь уже жила семья, и они попросили чуть-чуть подождать. Они пошли дальше, не взорвав эту башню, на обратном пути или потом взорвем. И забыли о том, что там осталось около 400 вооруженных людей, старых абреков еще, которые от советской власти еще прятались. И они дали им такой бой, что все эти бригады саперные были, они уничтожены буквально вот на этом перевале. И с тех пор целенаправленное уничтожение башен прекратилось со стороны государства. Сегодня все усилия государства направлены на сохранение ингушских башен. Этим активно занимается Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры. Ведь ингушские башни являются памятником настолько ценным, что речь идет о включении их в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Что это как не международное признание исторической и культурной значимости ингушских башен? Мы сейчас с вами находимся на архитектурном комплексе Фалхан. Этот комплекс представляет собой такой классический тип башенных комплексов Горной Ингушетии, потому что здесь расположены практически все разновидности построек, характерных для этой зоны. Здесь же у нас особенностью является то, что расположена раннемусульманская мечеть. По одной из версий в этом селении некогда собирались, чтобы помолиться, жители ближайших селений. Это Эрзи, Мецхал, Гарак и другие комплексы. По мнению некоторых ученых, он относится к ранним комплексам, потому что здесь тип боевых башен, он с плоской крышей. Ученые предполагают, что именно вот этот тип он возник раньше, чем такой известный знаменитый тип ингушских башен с пирамидально-ступенчатым завершением. Это, возможно, 13-14 века. Из этого комплекса вышли и мои предки. Всего здесь проживало несколько фамилий, поэтому у меня особое отношение, в том числе к этому комплексу. Здесь я ощущаю дух предков. Башни этого комплекса подвергались разрушению в течение длительного периода. Это и человеческий фактор, и естественные
явления способствовали разрушению. Поэтому именно этот комплекс находится в числе одних из самых аварийных комплексов горной Ингушетии. Мы с вами можем наблюдать несколько башен. По виду определить, что они, можно сказать, долго не простоят, потому что трещины просто огромные. Вот башня боевая, которую мы сейчас с вами видим, с целой стены, никто не может дать гарантии, что он долго простоит. По таким признакам можно сказать, что этот комплекс относится к числу самых аварийных. Чтобы крепких башен я больше строить не мог, на рассвете глаза мои выколол враг, разбил. 2 хрустальных сосуда, был остр клинок. В Шане Ильхане, не помню, тогда я жил. Много было мыслей, много было камней. Знал я людей, знал их грехи и благодать. Что стало с моими строениями, вам видней. Зачем говорю об этом? Лучше молчать. Работы действительно предстоит еще немало, но она не прекращается ни на минуту, ведь спасение ингушских башен – дело государственной важности, поскольку эти каменные исполины – подлинное достояние республики, сердце Ингушетии. Ценность этих мест состоит в том, что культура, которая сегодня называется ингушской культурой, она своими смыслами уходит именно вот материальный быт, который здесь в горах есть, который представлен очень богато этими, ну, не только там боевые башни, просто боевые башни, то, что мы сегодня осталось, сохранилось лучше другого, да, но это очень богатая архитектура, да. Поэтому башни родовые в горах – это их национальное «я», наше ингушское национальное «я». Руслан тем временем продолжает исследовать просторы горной Ингушетии, и на его пути все новые красоты. Прямой эфир. На пути к моим родовым башням первым местом стало горное поселение Хамхи. Однозначно эти места я всегда хотел увидеть. И вот наконец-то до них добрался. Красота непередаваемая. Очень красиво то, что и скалы, и зеленые горы, и снежные вершины, все как-то сосредоточено вместе. Эмоции вообще смешаны. Вызывает восторг вообще. Колоссально. Но главная красота здесь, конечно, это башни. Настолько величественно они стоят. Смотрят отсюда с высока на весь Таргим. Иди халшин. Марсвал. Хамди. Хамдац. Подержишь. Деклил, что одежда? Хамди жваться. Вот, приехал на родину первый раз, с Казахстана я. А ты ты? Руслан. Сама Хадяжу. Ты что-то снимаешь здесь, фильм какой-то, что ли? Делаю видеоархив для себя, для своих небольших проектов. А это Хамхи, да, по-моему? Город. Ер Хамхи. Хамхой Коукар Дадер, да? Исмаил Коуяхаш. Исмаил Ценги, Исмаил Коуяхаш Дадер, да? Уже Хамхой. Да, Ехаер Таргим, да? Таргим Коукар, да? А я тоже планирую в Биаландале поехать на днях на башню свою, на Хамчиевскую. Оздиги находится. Оздиги, да. Мохмад, а это вот те самые солнечные могильники, да, по-моему? Я представлял их себе и не такими, думал, немножко другие. Здесь, в Ингушетии, очень развитая погребальная культура. Археолог Умалат Гадиев знает о солнечных могильниках буквально все. Как правило, вот подобные башнеобразные солнечные могильники, они имеют 2, 3, редко 4 и 5 этажей. Каждая фамилия должна была хоронить только в своем отсеке. Вся процессия шла к склепу, впереди шли, разумеется, мужчины. В общем, и несли с собой белый флаг, траурный флаг. И этот траурный флаг сначала помещался на стене башни, только после этого в склеп через вот этот лаз, отверстие, заносили внутрь. И всегда ногами наружу, то есть головой вперед. Солнечные могильники – важная часть ингушской культуры. В них буквально запечатлена история края. То есть здесь, кроме того, что люди, ну, по естественным причинам, да, допустим, когда от старости умирали, это одно. Но другое дело, когда вот в этой среде после какого-то нашествия людей становилось очень много,
то людей поражали эпидемией разных болезней. Эрч, уолцох, чума. И когда человек обнаружил признаки этой заразной болезни, чтобы не заразить остальных, он уходил в вот такой склеп, живой. Если он выживал, то он возвращался. Да. С некоторыми могильниками связаны по-настоящему драматичные истории. Кроме того, есть несколько случаев, когда в склепе засвидетельствовали мать с кормящим ребенка. То есть ребенок находился в люльке, а над ним зафиксировали вот такую вот мумию ее матери, мумию матери ребенка. В общем, доходило даже до этого. То есть люди шли на такой сложный с точки зрения жизненной ситуации шаг. Хамдац. Всегда хорошо встретить в горах друга, но Руслану уже пора дальше в дорогу. Время не ждет. Крутился ворот от натуги скрипя, струной напрягался канат, скрученный из 8 ремней, вырезанных из кожи буйвола. Камни, как пух легки, шли наверх послушные, неуклонно, и поворачивались в руках Янда нужной ему стороной. Янд работал, кипел и пел яростью труда лют, и казалось, что камни под его рукой гордые собой поют. Работа кипела, и Янд горел в работе, не считая дней, и в небо вонзилась своей вершиной стройной песня камней. Когда едешь в Пялинг по живописному горному ущелью, склоны кажутся пушистыми из-за покрывающей их зелени. Ну что, продолжаю я свой путь. Это же вообще нереальная красота просто. Сейчас нахожусь в местности Пялинг. Я знаю, что после возвращения на родину многие возвращались жить именно в свои башни. Оказывается, проживают в них до сих пор. Сегодня я надеюсь увидеться с одним мудрым старцем. Его зовут Исрапил. Он живет здесь, возле своей башни. Он построил здесь себе дом. Вообще от старшего поколения мы всегда берем все самое ценное, все самое мудрое. И я надеюсь, сегодня узнаю от него очень много нового и интересного. Дядя Халшин. Дядя Халшин. Маршал, да, маршал. Поддерживайте. Да. Могу здесь. Могу, Цара Хаен. Да, первый раз приехал на родину. Я с Казахстана. Казахстана? Казахстана, город Атбасар. Атбасар. Всегда, да. Семья. Семья, все там живем. Первый раз приехал посмотреть на свою родину. А здоровье, Меште, как ты себя чувствуешь? Здорово, нормально. Исрапил Чанеев приехал в Пялинг в лихие 90-е. И вот уже четверть века является хранителем этих мест и своих родовых башен. Отец мой родился в 1898 году. Жили до самой высокой. Там вот, возле башни? Да, в этой башне остались это. Угу. А ты родился, получается, в Казахстане? Нет, я родился здесь, а вернулись из Казахстана, с Костанайской области, в 1961 году. Ну, ты был, да, в депортации, когда нас высылали? Ты тоже попал под депортацию? Конечно. 4 года был. 4 года был, когда высылали. Ну, помнишь ты эти времена? Ну, нет, лет до 10 я ничего не помню. Не помню. А после 10 лет я начал там, или память такая слабая. Да. Данное время, значит. Ну, хорошо, что вернулись, хорошо, что, значит, так получилось, что есть возможность жить там, где родились. Наследие предков, родовые башни, Исрапил Чанеев демонстрирует с гордостью. Уф, какая красота. Чанеева знают и уважают далеко за пределами Пялинга. Попить с ним чаю приезжал даже глава Ингушетии, Юнусбек Евкуров. Тут у тебя и огороды, да? Огороды есть. Вот это да. Вот они, башни родовые. Это история. Вот это вот крайне. Ага. Слева не то, а вот с правой стороны.
Раз, видишь? Вот так. Да, в этом башне родился отец. Ничего себе. Тут и боевые башни, и жилые, да? Боевые целые. А жилые башни развалились. Да, вот ты счастливый ты, конечно, человек. Я часто слышал еще, когда в Казахстане был, что живет здесь один Тинеев. Я думал, ну, наверное, тяжело там жить в горах. Думал уже, как там жить? Тяжело же, вокруг одни горы. Вот это жилые, да? Вот я жил, это как раз отец жил, в этом башне родился. Отец родился, его отец родился. Ничего себе. А дед, значит, дедушка, прадед здесь в этом родился. В этом башне родился. Здесь в этом. Потом построили, да? Трехэтажные были. А склеп видали, вот это склеп. Ага, склеп. Это склеп. Вот и останки вот остались. И почти в каждом склепе лежат останки. Даже вот в этом, да, в этом, там трубы лежат. До сих пор? Да. Ничего себе. Запах отдается. Отдается. Так, по несколько человек, да, хоронили? Да. А там штабелями лежат. Ничего себе. Ну, там 2 или 2-3 штабеля. Утром была девушка. Я такой, ты доктор, иди, одеяло. Да. Открывай. Товар. Ага. Даже остались. Ничего себе. Ну, в общем, впечатлений прибавилось еще больше. Видел склепы, удалось заглянуть внутрь и, честно говоря, немножко не понимая, все так смешалось. Видишь черепа, видишь кости и думаешь, интересно, не тяжело вот тут людям, можно сказать, видеть своих родственников, их останки. С другой стороны, понимаю, что это история, память. Жутковато, не скрою, но тем не менее интересно. Прелесть. Ну все. Баркалот. Позади себя, хай то что. Нормально. И вот кульминация путешествия Руслана в Ингушетию. Он приехал в село Озик, к своей родовой башне. Здесь жили наши предки. Здесь пастбище было. Наверху там, с той стороны, пастбище тоже наши были. Наши предки там пасли свой скот. Все башни идеально ровные углы. А тут поведенный, он, видишь, потому что башня раздвинута после взрыва, она расперлась немного. Поэтому вот кажется, как будто она кривая. Здесь стена идет, здесь целый комплекс, все это увязано. Туда просто так нельзя было зайти снаружи, понимаешь? Здесь стена была, стены были, жилье все забито, закрыто. Жилые башни, как дома сегодня. Это целый городок. А по сколько семей жили в одной башне? В одной башне могли жить прадед, дед, сын, внук и правнук. Так. Места всем хватало. Вон кости, видишь? Вот они. Наши предки костей. И тогда человек такой же был, как сейчас. Не говори, похоже очень. Здесь внутри в полу дырка, и здесь. Это делается для того, чтобы была вентиляция. Тут ветры, утром они дуют вниз, вечером обратно. Ничего себе. И вот это продувание постоянно превращает тело, мумии превращает. Кстати, ингушские башни в целом скупые на внешний декор, тем не менее все же украшались различными знаками и символами. Один из таких символов Руслан обнаружил на своей родовой башне. У Леонардо да Винчи, видел ты, человек стоит вот так. Да. Вот это же самое. Ничего себе. Это пропорция человеческого тела.
Эти башни без знаний тригонометрии трудно нельзя было построить. Некоторые исследователи считают, что это связано с христианской символикой, то есть мы видим на этих башнях крест на Голгофе. Вот. Ну и другая группа исследователей считает, что это, скорее всего, антропоморфный образ, то есть мы видим здесь изображение человека, в общем, который раскинул руки в горизонтальном вот таком вот направлении. Еще один знак принадлежал мастеру, который строил башню. Закончив строительство, он оставлял отпечаток своей ладони на еще сыром растворе. Это был своего рода знак качества, гарантия прочности творения зодчего. Ну вот подошло к концу, можно сказать, мое путешествие. Наконец-то я добрался до самого главного места, где я хотел побывать, до самой главной точки. Увидел наконец-то нашу красавицу. Жалко, конечно, что приходится уезжать, что я здесь ненадолго, но я уверен, я обязательно сюда еще вернусь. Это не последний мой визит. И те впечатления, которые сейчас меня просто переполняют, они, мне кажется, останутся со мной на всю жизнь. Это самый лучший день моей жизни на самом деле. У меня нет слов. Я горд тем, что я отсюда, что мои истоки с таких красивых мест, что наши традиции, обычаи, они все сохранились, наши памятники. Для себя я учту, что историю свою нужно все-таки знать, поглубже нужно ее изучать и ценить то, что мы имеем. Я вернусь сюда обязательно. В этом я не сомневаюсь. А мы не сомневаемся в том, что стоять ингушским башням еще долгие века. Этому, конечно, поспособствует их включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Но главное – стремление самих ингушей сохранить наследие своих предков. Ведь недаром республику называют краем тысячи башен. И снова Янт поднимается выше, и выше уже нельзя. Здесь будет крыша, легкая, словно свет, стройным конусом сведена. И вот опять ряд камней и плит, и снова камни и плиты. И Янт все ближе, ближе к солнцу, ближе с каждой минутой. И вот 365-й день, проснувшись, открыл глаза, Янт поднялся на башню, и у его ног расположились горы. Закончена песня труда и камней, выше уже нельзя. Над самую головою легкие облака плывут скользя. Садится солнце, и башня бросает тень. Так стал последним замковым камнем 365-й день.